Республике Коми продолжается первый этап отбора народных проектов, запланированных к реализации в 2027 году. Проводятся собрания граждан, на которых обсуждается и утверждается перечень инициатив для дальнейшего участия в муниципальном отборе. Проект «Народный бюджет» входит в народную программу «Единая Россия» и призван решать актуальные задачи на местах. Глава Республики Коми Ростислав Гольштейн подчеркнул значимость этого процесса. Сейчас самое подходящее время для каждого из нас нести свой вклад в преображение родного города, села или деревни. Это время, когда наши идеи могут воплотиться в реальные дела. Интинцы демонстрируют высокую степень вовлеченности в программу инициативного бюджетирования, активно выдвигая собственные предложения. 2 апреля в администрации муниципального округа состоялось собрание граждан по обсуждению народных проектов в сфере занятости населения. Мероприятие объединило представителей администрации, депутатов совета и, что особенно важно, активных жителей города. На сегодняшний день мы будем с вами обсуждать проекты в сфере занятости населения. Данное направление отличается от других тем, что реализация народных проектов должна приходить с обязательным участием безработных граждан. При этом проекты должны быть направлены только на благоустройство территории муниципального округа и ремонт объектов муниципального значения. Начиная с 2020 года в рамках народных проектов в сфере занятости на территории муниципального округа НДА было реализовано 7 проектов с привлечением безработных граждан на общую сумму более 5,8 миллионов рублей. Что это были за проекты? Это были проекты по ремонту памятников участникам Великой Отечественной войны в ПСТ «Абис» и в ПСТ «Петрун». Вырубка кустарников вдоль части дороги на станцию, покос травы и вырубка кустарников на острове. Ремонт части кровли общественно-административного здания по улице Куратова, дом 1А и ремонт крыльца здания УСП, дом культуры «Октябрь». На реализацию каждого проекта, напомню, в сфере занятости населения из республиканского бюджета предусматривается выделение денежных средств в размере 800 тысяч рублей. Софинансирование за счет средств местного бюджета должно составлять не менее 10% от суммы проекта. На собрании были представлены 5 народных проектов, каждый из которых получил детальное освещение. Михаил Семенюк, директор управления жилищно-коммунального хозяйства, предложил на рассмотрение присутствующих 4 инициативы горожан. Проведение ремонтных работ 3-го этажа здания, расположенного по адресу улица Куратова, дом 1А, ремонт входной группы и лестничных маршей в том же здании и 2 проекта по благоустройству территории города, включающие покос травы и вырубку кустарников. В ходе освещения проектов по модернизации здания, расположенного по адресу улица Куратова, дом 1А, спикер особо акцентировал внимание на важности проведения ремонтных мероприятий на данном объекте. Ремонт данного здания 1983 года постройки не производился очень длительный период времени. На сегодняшний день в здании расположены такие организации города, как городская управляющая компания, расчетный центр по начислению жилищно-коммунальных услуг, муниципальное казенное учреждение управления жилищно-коммунального хозяйства, ветеринарная клиника, центр информационных технологий, продуктовый магазин и частные лица, арендующие складские помещения в здании. Все учреждения непосредственно работают напрямую с жителями города. Ежедневно здание посещает порядка 100-120 человек, иногда и более. Непосредственно самим УЖКХ предоставляются муниципальные услуги, такие как выдача квартирных справок, прием и сдача квартир, как собственность граждан, так и муниципалитет, перепланировка жилых помещений, приватизация имущества, работа с инвалидами, межведомственная комиссия по признанию жилья пригодного или непригодного для проживания. Составление для жителей города различных актов в части жилищно-коммунальной сферы и многое другое. Жители, посещая здание, приходят в ужас от увиденного. В свою очередь, нам, как сотрудникам, работающим в данном здании, становится стыдно за то, что на протяжении многих лет не производился ремонт, не приводится в нормативное состояние входная группа, лестницы, коридоры, кабинеты. Представляя инициативу жителей по благоустройству муниципального округа, в частности по покосу травы, Михаил Семенюк особо подчеркнул, что данный проект призван не только улучшить эстетический облик города, но и обеспечить безопасность его населения. Покос травы на территории парка культуры и отдыха муниципального округа ИТА. Парк культуры и отдыха является посещаемым и востребованным местом проведения культурного досуга как для взрослого населения, так и для детей. Нескошенная вовремя трава приводит к большой запыленности, размножению насекомых, что в свою очередь провоцирует проявление аллергических реакций. Кроме этого, на своевременное принятие мер по покосу травы, несвоевременное
принятия мер по покосу травы увеличивает в разы скорость распространения ядовитых растений, особенно борщевика. Ядовитые виды борщевика являются реальной угрозой здоровью, а порой и жизни человека. Опасность представляет не только сок растения, но и его пыльца, запах и даже роса. Нельзя не отметить и риск по увеличению пожароопасности данной территории, где не вовремя скошенная сухая трава может стать причиной пожара. Реализация данного народного проекта позволит не только создать благоприятные условия для посещения парка культуры и отдыха, но и сформировать экологическую пожаробезопасную обстановку. Инициативная группа жителей Инты выступила с предложением о ремонте зала пауэрлифтинга, расположенного на базе спортивной школы «Юность». Презентовала народный проект Елена Коломенова, инструктор-методист спортивной школы «Юность». Спортивная школа реализует обучение по образовательным программам, дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта по виду спорта пауэрлифтинг. На 31 декабря в отделении обучается порядка 56 спортсменов. Из них на этапе совершенствования спортивного мастерства обучаются 4 человека. Этап спортивной специализации 24 человека, спортивно-оздоровительный этап 28 человек. 41 спортсмен имеет спортивный разряд. Кандидат в мастера спорта имеет 5 человек, спортивные разряды 2 и ниже имеют 36 человек. Наши спортсмены также являются членами спортивных сборных команд как Республики Коми, так и Российской Федерации. 14 человек состоят в основном составе команды региона и 1 человек в резервном. В составе спортивной сборной команды Российской Федерации в основном 2 человека, в резервном 1. И это не просто цифры. Наши спортсмены – это гордость региона. Спортивные достижения представлены как на всероссийском, так и на международном уровне. Ежегодно воспитанники входят в число одаренных спортсменов, устанавливают новые рекорды, являются победителями различных республиканских конкурсов в области физической культуры и спорта. Учебно-тренировочные занятия проходят в спортивном зале для пауэрлифтинга, расположенном по адресу улица Лунина, дом 7. Это помещение общей площадью 95,3 квадратных метра эксплуатируется с 1971 года, то есть зданию более 50 лет. Последний основательный ремонт пола производился еще в 90-х годах. И на сегодняшний день напольное покрытие, состоящее из дощатого основания и изношенного резинового покрытия, уже не соответствует требованиям для силовых видов спорта. Присутствуют сколы и деформация от падения штанги. Фотографии наглядно демонстрируют разрушение. Цель проекта – это в первую очередь создание безопасных, долговечных и соответствующих нормативам условий для занятий пауэрлифтингом. Все представленные на рассмотрение проекты получили одобрение присутствующих. Горожане подтвердили свою готовность к совместной работе по привлечению республиканских финансовых ресурсов с целью повышения комфорта городской среды и улучшения качества жизни интинцев.